Привет, моя маленькая компания! Сегодня мы с вами познакомимся с ребятами из детского сада номер 24 и отправимся с ними на необычный веселый праздник. Знанием белорусских традиций и обрядов воспитанников детского сада номер 24 могут позавидовать многие взрослые. Эти мальчишки и девчонки знают многое о культуре нашего народа. О ней им рассказывают воспитатели. Полина Бурблис тоже любит такие занятия. Полина, расскажи нашей маленькой компании, а почему тебе нравится ходить в этот детский сад? Я люблю ходить у нас в детский сад номер 24, потому что у нас в садку маленьких детей и знакомить с белорусскими народными традициями и обрядами, проводят белорусские святы, такие как Дожинки, Великдень в купальне. Сегодня у нас в садку святкование. Яблочный спас. Нашей маленькой компании повезло. Ее пригласили в 24-й детский сад на праздник «Яблочный спас». Ребята наперебой рассказывали, что же они знают о нем. Что это за праздник «Яблочный спас»? Яблочный спас – летнее свято. У день яблочного спасу все частуют один одного тем, что выросло в саде. Люди вдячны к природе за ее дары. Яблочный спас – свято нового урожаю. В гости к ребятам заглянула Яблочко из сказки, Аленушка, которая потеряла брата Иванушку, и Баба Яга. Последняя знала, куда пропал Иванушка, но просто так никому не хотела говорить. Сначала она попросила воспитанников 24-го детского сада рассказать ей о яблочном спасе. После поинтересовалась у них, как вырастить яблоню с вкусными плодами, а затем предложила мальчишкам и девчонкам поиграть. Какая девчинка, коли ласка, выходь сюда. Так, тебе задание. Присесть 5 разов. 1, 2, 3, 4, 5. Молодец. Спортивная девчинка у нас. Какой же праздник без танцев? Напоследок Баба Яга снова предложила ребятам поиграть. Они разделились на 2 команды и вступили в борьбу. Складывали яблоки в лукошко. Танцы, стихи, песни и игры Бабе Яге очень понравились, поэтому она помогла ребятам и Аленушке найти братца Иванушку. Артем, открой секрет нашей маленькой компании. А как вы готовились к этому празднику? Мы выучали народные предметы, рихтовали костюм, играли в народные рульни, переноси яблок на покрузе, сбери урожай, перенеси яблок на талерце. После посещения 24-го детского сада наша маленькая компания знает, до яблочного спаса белорусы не ели яблок нового урожая. В праздничный день они с утра собирали их в саду, потом относили в храм для освящения, а вот после этого устраивали пир горой. Помимо яблок в церквях освящали также груши и виноград. На яблочный спас хозяйки пекли яблочные пироги, варили яблочный компот и варенье. В наши дни сохранилась традиция угощать всех яблоками. Такие подарки получили и участники праздника в 24-м детском саду. Каждому досталось ароматное и вкусное яблочко.